В подростковом возрасте начинается вот. Да, конечно. Ну, есть несколько институтов, которые влияют на развитие личности ребенка. Первый базовый институт, мы говорим, семья. Второстепенные уже идут это друзья, знакомые, место работы, место учебы. Да? И, конечно, эти институты влияют на развитие личности, в данном случае ребенка. Но хотелось бы здесь отметить, есть модели воспитания детей. Если эта модель, траектория развития ребенка построена правильно, то никакая негативная кампания не повлияет на ребенка. Но вот сейчас хотелось бы отметить два родителя, супруга, их взаимоотношения. Их проецирует ребенок. Если два родителя каждый день ссорятся, ребенок уходит в себя. Если папа тиран, авторитарный стиль, так скажем, в семье, да, то, конечно же, ребенок больше тянется к маме. И, конечно же, вероятность того, что ребенок попадет в неблагоприятную среду, либо в неблагоприятную компанию, здесь больше. Потому что в семье, погода в семье, как говорится, не очень такая, да? Вот, поэтому здесь очень большое влияние нужно отметить на взаимоотношения именно внутри семьи. Это вот первое, как выйти из этих ситуаций. Второе – это установки. Родительские установки, они имеют очень большую силу. Когда, вот пример, когда мама или отец верит в своего сына, даже если он очень-очень плохо развит в чем-то, если родители верят в этого ребенка и дают правильные установки, успешный ребенок, обеспечен, можно сказать. А если родители не уверены и дают неправильные установки, конечно же, у ребенка понижается самооценка. А когда пониженная самооценка, мы ищем опять же, эту компенсацию в другом месте. Опять же, в этих компаниях мы можем быть лидерами в каких-то неправильных течениях, таких вот неформальных группах. Да? Мы можем быть лидерами в социальных сетях, в играх мы можем быть. И тем самым этот подросток может поднимать свою самооценку. Поэтому в первую очередь это модели взаимоотношений в семье не только между супругами, но там есть некоторые семьи, бабушки, дедушки.